Добрый вечер, дорогие телезрители. Как всегда, воскресный вечер в прямом эфире программа «Спортклуб». И с вами сегодня Степан Посельский и Дарья Анкехова. Да, и как всегда мы говорим об актуальных вопросах нашего спорта. И сегодня мы хотели бы поговорить о спортивной науке. Я думаю, что будет очень интересно, тем более, что у нас есть повод. Отмечаем мы 60 лет университетского образования у нас в республике. И пригласили мы ведущих наших ученых, ведущих людей, которые ведут спортивную науку к светлому будущему, работников Института физкультуры и спорта Северо-Восточного федерального университета. Добрый вечер. И давайте сразу представим. Я думаю, что многие вы узнали нашего участника Олимпийских игр и одного из, конечно же, главных наших людей в нашем спорте. Это Владимир Гаврилович Торговкин, заместитель директора по научно-исследовательской работе Института физкультуры и спорта. Кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта международного класса, как я вам уже говорил. Да? Ну и тоже один из наших гостей, это Петр Иванович Кривошапкин, директор научно-образовательного центра олимпийских и национальных видов спорта Института физкультуры и спорта СВФУ, кандидат медицинских наук, доцент. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, я знаю, что мы, наверное, начнем нашу беседу с интересного повода, а главное с поздравления. Я знаю, что Владимир Гаврилович хотел бы обратиться и поздравить телезрителей, коллег. Да. Ну, уважаемые телезрители, дорогие друзья, с завтрашнего дня начинается праздничное мероприятие, посвященное, вот сейчас сказали, 60-летию университетского образования нашей республики. И мы от имени нашей команды, Института физической культуры, поздравляем всех наших жителей, гостей столицы и республики и приглашаем принять самое активное участие в этих мероприятиях. Приедут очень много гостей, и ведущие российские ученые, и зарубежные ученые. Они будут представлять все площадки, лекции, открытые лекции, очень интересные. Ну и, конечно, международные ученые будут проходить на русском, на английском языках. Вот мои поздравления. И мы, институт, команда примет в этих мероприятиях самое активное участие. И с завтрашнего дня начинаются эти мероприятия. Ну и, конечно, начинаем представлять Институт физической культуры, науку. И, как вы знаете, Институт физической культуры был образован в 1982 году. И мы вот недавно, сейчас уже в следующем году будет у нас 35-летие нашего института. 30-летию нашего института был выпущен такая книга, вот 30 лет нашему институту. Он как является первенцем и флагманом физкультурного образования нашей республики, ну и в целом в регионе. И вот эта книга как бы наша гордость, и уже, повторяюсь, в следующем году уже 35 лет будет. Ну и наука у нас представлена в основном по спорту в целом. Вот проходит очень насыщенный год. Мы приняли во всех мероприятиях, которые были организованы в нашей республике. Это международные спортивные игры «Дети Азии», ну и чемпионат республики по вольной борьбе. Я как борец, спортсмен, тоже своих коллег, борцов поздравляю. Скоро будет 60-летие. Ну и боксеров тоже поздравляю. Все эти мероприятия проходят именно при поддержке нашего главы и правительства Республики Саха-Якутия, ну и, конечно, под чутким руководством наших руководителей, ректора Евгения Исаевны Михайлова и нашего директора Платонова Дмитрия Николаевича. Владимир Гаврилович, да. вот хотелось бы... Может говорить, Владимир Гаврилович может рассказывать о спорте все. А мы бы вот хотели узнать основные приоритетные направления вообще спортивной науки. Как успешно сейчас у нас развивается спортивная медицина, спортивная наука в целом? Да, спортивная наука, как вы знаете, сейчас уже развивается очень такими быстрыми темпами. Ну и, конечно, мы стараемся отвечать всем требованиям. Сегодня с нами подошли наша команда научная, которая продвигает науку. И сейчас со мной сидит рядом вот Петр Иванович Кривошапкин, директор научно-образовательного центра по олимпийским и национальным видам спорта нашего института. Ну и мы представляем сейчас площадку по самым современным оборудованиям, которые мы применяем при
коррекции и при исследованиях по всем видам спорта, которые культивируются у нас в республике и в регионе. То есть, да, вот Петр Иванович, Петр расскажите, Иванович. пожалуйста, да, такое сложное название научно-образовательный центр, да, по Олимпийским, олимпийским и да. национальным видам спорта. Чем конкретно вы занимаетесь? Вот вы сказали, что помогаете спортсменам, да, именно в достижении высших результатов, как я понимаю. Ну вот, во-первых, по программе развития университета весь университет очень серьезно оснастился научным оборудованием. В том числе наш институт физкультуры на 9 миллионов мы закупили серьезное такое оборудование, которое имеется только в 3-4 регионах России. И вот я хотел бы о них рассказать. И вот когда оснастились, вот в 2012 году мы организовали вот научно-образовательный центр. И можно, да? Да. Да. Ну вот это основное наше оборудование, это трехмерные камеры, трехмерные камеры Ковалайзис. И, значит, они работают по принципу вот, светоотражающие маркеры, вот, которые имеются. И вот эти маркеры снимаются трехмерными камерами вот такого типа Ковалайзис. И вот они, значит, обрабатывается, и вот все вот угловые характеристики, вот любые углы в суставах, все движения спортсмена, все это регистрируется, и не только углы, и вот ускорение, скорости, и любые характеристики, вот это мирового уровня. Вот, наверное, вот где-то видели, вот, например, Марадона может с такой скоростью вот ударить ногой в футболе, да? Вот такие же характеристики, мы можем все это измерить. Например, измеряли в боксе, и вот обнаружили, что наши боксеры могут ударить со скоростью 12 метров в секунду. Вот, и вот не только это удары, но и различные кривые мы можем смотреть. Кроме этой трехмерных камер, которые работают у нас в лабораторных условиях, ну, даже она переносная, можем ее переносить и где-то снимать. Да? Кроме этого, мы закупили тензоплатформу, которая регистрирует упорные реакции, с какой силой человек отталкивается. И поэтому вот можем измерить прыжки, даже вот в боксе вот отталкивание, все это можно измерить. И эта камера, они тоже трехмерные и в 3 плоскостях измеряют движение, силу. Впервые вот этой тензоплатформой пользовался Дмитрий Петрович Коркин, и вот это ему помогло вот разработать вот это очень хорошие тренажеры на основе этого вот изучив. Кроме этого, у нас имеется вот мешок боксерский Киктес 100, который регистрирует силу удара, резкость удара и всего 48 параметров. То есть, значит, Петр Иванович, да, при помощи этих приборов, при этих замечательных приборов, вы можете проследить всю историю спортсмена, да, то есть его развитие, то есть Все характеристики. Да, все его характеристики, да, насколько он успешно учится, насколько он успешно развивается как спортсмен. Если раньше тренер только визуально мог смотреть, да, сейчас мы точно, объективно можем характеризовать любое движение. Вот, например, вот эта кривая, вот мы измеряли вот Зоя Исаева, мастер спорта международного класса, вот, которая в сборной России боксер, состоит, да. боксер. И вот, как видите, вот кривая у нее начинается сначала, скорость растет медленно, потом ускоряется. Значит, это называется хлесткий удар. Сначала незаметно, что она бьет, а потом в конце резко ускоряется. И поэтому вот она достигла более высокого спортивного результата. И когда измерили у парней, которые вот мастера спорта, кандидаты спорта, у них такой хлесткости, оказывается, нету. Хотя вот скорость есть, но вот разница, что она ускоряется в конце. И кроме того, еще другие параметры мы брали. Вот и работает по олимпийским видам вот Кристиан Степанович, по боксу работает. Сейчас мы очень серьезно взяли за масс-рестлинг, заключили договор с Малахской академией физической культуры, вот Тамбовский Анатолий Николаевич. Вот их команда вот переезжает завтра, 2 специалиста, они плотную с нами будут работать. Вот с ними вот мы по боксу и масс-рестлингу заключили договор, и на 2,5 миллиона будем делать проект. И в таком плане вот, ну, идет работа. Да, Петр Иванович, мне кажется, вы рассказали очень много информации о вашей научной деятельности, об оборудовании. И, конечно, мне кажется, это непосредственно имеет свои результаты. Наверное, у вас уже есть какая-то статистика, да, то есть улучшение каких-то физических, да, наверное, Да. показателей у студентов.
Ну, можно сказать, с помощью вот и оборудования, вот, ну, в последнее время вот наука и институт физкультуры очень активной стала. И вот, например, наш институт имеет больше всего статей Scopus, которые вот на мировом уровне рейтинг имеет. Да, можно добавить, вот Да, как раз статьи, вот каждый год, конечно, публикуются наши Научные преподаватели, научные исследователи и студенты. Ну, конечно, вот по преподавателям, вот единственное в России журнал, который входит в базу данных Scopus, это, ну, это теория практики физической культуры. Вот в 2014 году, в 2015 году и ежегодно мы публикуемся. Но в 2015 году кафедра физвоспитания отмечала свой тоже юбилейный срок. И, соответственно, вот один из номеров журнала «Теория и практика» выпущена была под нашей эгидой. Как бы, ну, основные статьи вошли в этот. Ну и наука, конечно, этим не только оборудование заключается, в основном это разработки методик, упражнений, способов, методов. Ну и ученый совет нашего университета, она как бы все эти направления ставит, корректирует. И в 2015 году все эти наши направления были сформулированы таким образом, что Институт физической культуры работает под темой совершенствования технологий оптимальной деятельности человека в условиях Севера. Вот под этим начинаются все направления. Ну и благодаря разработкам наших коллег ежегодно мы более активно, молодые наши ученые, они в этом году представили 10 заявок на грант главы Республики Саха-Якутия. Ну, этим мы гордимся. Ну и, конечно, вот участие в грантах – это вот приоритет, один из приоритетов. Ну, подготовка научно-педагогических кадров. И мы гордимся тем, что в этом году по кафедре национальные виды спорта у нас успешно защитился, согласно договора университетом имени Петра Францевича Лезговта, Никифоров Никита Васильевич. Он защитил тему, непосредственно ведущей организацией его была казенное военно-образовательное учреждение высшего образования. Спасибо, конечно. Да, еще раз спасибо, что пришли к нам в студию, но мы продолжим после рекламы. Мы продолжаем прямой эфир. В прямом эфире программа «Спортклуб». Да, и мы продолжаем говорить о спортивной науке. И, в частности, сейчас мы поговорим уже о более конкретных вещах, о спортивной медицине, к примеру. Да, и давайте представим наших гостей. Ближе всех ко мне расположился Николай Ефимович Гоголев, заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма и массовых видов спорта. Далее у нас Люция Владимировна Перцева, председатель научно-исследовательской работы студентов Института физкультуры. Ну и Анна Анатольевна Захарова, заведующая оздоровительным врачебным центром Института физкультуры и спорта Северо-Восточного федерального университета. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну и первый вопрос, наверное, будет к Анне Анатольевне. Расскажите, пожалуйста, чем занимается ваш врачебный центр и основные направления вашей деятельности? Добрый вечер. Деятельность оздоровительно-восстановительного центра включает 4 основных направления. Первым из этих является амбулаторно-поликлиническая деятельность, которая, конечно же, включает в себя это прием медицинских специалистов, это терапевт, травматолог, невролог, врач-физиотерапевт, функционалист и врач-дерматолог. Помимо того, значит, у нас проводятся медицинские осмотры. Прежде всего, это студенты, которые являются ведущими спортсменами нашего университета, и отслеживается медицинский осмотр на этапах их спортивной деятельности. Предсоревновательный, соревновательный, посоревновательный этап. Безусловно, мы также проводим медицинский осмотр студентов, которые занимаются у нас физической культурой, в целях определения группы для занятий по физической культуре. Второе наше направление – это у нас морфофункциональные исследования студентов, которые занимаются профессиональным спортом и занимаются физической культурой.
Основным из наших направлений, это третье наше направление, это, конечно же, восстановительное лечение. У нас проводится физиотерапия, у нас проводится гидротерапия, конечно же, лечебно-физическая культура и массаж. И учитывая то, что мы находимся и работаем в образовательной структуре, это наше одно еще из направлений, это научно-методическая деятельность. Оздоровительно-восстановительный центр на сегодняшний день является медико-биологической лабораторией научно-образовательного центра Института физической культуры и спорта. И совместно с Петром Ивановичем Кривошапкиным мы проводим ежегодные медицинские осмотры, врачебно-педагогические наблюдения, мониторирование всех студентов, которые занимаются профессиональным спортом. И наш центр является также базой для данных, которые занимаются наукой, нашим студентам, нашим сотрудникам, ну и, конечно же, магистрантам. Ну, спортивная медицина – это прям отдельный такой у вас, наверное, фронт работы, и без этого спорт никак не совместим, да? А расскажите, пожалуйста, о работе именно научно-исследовательской работы студентов. Это, наверное, уже вопрос к Люции Владимировне. Ну, наши студенты тесно работают с научной деятельностью, получается, исследуют спорт как науку, ходят в студенческие научные кружки, там работают над выпускной квалификационной работой, над магистерской диссертацией. В нашем институте работает 21 научный кружок. Тесно работают с научно-исследовательским центром ИФКИС, выпускают научные статьи. Ну и понимаю, наверное, самое главное, наверное, для студентов это, наверное, гранты, да? Ну да, подают гранты, получают тендер, патенты, участвуют в международных, всероссийских, республиканских конференциях. А насколько успешно сейчас Да, работают наши молодые специалисты, Проявляют наши ли они молодые вообще студенты? интерес к этому? Очень активно проявляют интерес. У нас, получается, студенты уже имеют статьи Scopus, Weapon Science, WAC, которые на данный момент очень престижны. То есть в ведущих Престижно. журналах, да, в ведущих научных журналах, статьи и так далее, да? Да. Еще, получается, у нас каждый год проводится фестиваль науки, и наш институт, совместно, получается, студенты, в 2014-2016 получил самую интерактивную, диплом о самой интерактивной площадке, что считается то, что мы очень хорошо работаем, студенты проявляют себя в науке. Николай Ефимович Гоголев, расскажите, пожалуйста, про ваши основные направления деятельности. Здравствуйте. Вот наша кафедра спортивно-оздоровительный туризм и массовые виды спорта, она создана в 2012 году, и на основе мероприятий программы развития Северо-Восточного федерального университета у нас создана научная база практик по спортивно-оздоровительному туризму. И на нашей кафедре работают более 10 человек. Там ученые есть, старшие преподаватели, ассистенты есть. И все мы работаем по 3 проектам. Это первый проект у нас, это реализация основных образовательных программ. Здесь мы в основном работаем со студентами по учебному плану. Так. А также у нас существует следующий проект, это разработка туристско-спортивных маршрутов. И вот 2-й год мы уже проходим один маршрут, который разработан нашей кафедрой во главе Тарасова Марьяном Егоровичем. Вот, с Кангаласа до села Мадут, это Намская область, это более 100 километров, точнее 130 километров проходят. И вот данный маршрут уже разработан. Она уже проходит экспертизу. А также у нас работает следующий проект, это организация туристско-спортивных мероприятий. Вот. И вот особенно вот в тесном контакте мы работаем по научной методической деятельности с Национальным государственным университетом имени Петра Францевича Безгова. И вот у нас в 2014 году издано первое учебное пособие, которое, она называется «Спортивно-оздоровительный туризм
научно-организационной основы, учебные пособия. Автором является Тарасов Арьян Егорович, и вот по этой книге мы готовим специалистов. А также основными редакторами здесь являются Федотов, Шаманаев. Это ведущие ученые России. И таким образом у нас выпускаются. И третий у нас ряд готовятся учебные пособия, рекомендации. по Да, подготовке Николай Ефимович, специалистов. замечательно, да, вот что самое интересное, вы совместили физкультуру и туризм, да, я думаю, что не в каждом учебном заведении, не в каждом физкультурном институте есть такое направление работы вообще, да, и вы с собой принесли видео, которое Да. замечательно. Да, мы можем тестируем наглядно контакт. посмотреть. Давайте посмотрим, я думаю, что будет интересно, очень Автором интересно, является красиво. данного проекта, видеоролик, Марков Нергун. Это наш студент совместно с Алталтуром. Ну, не только мы сами работаем, но и с другими предприятиями. Это вот Саталтур, да. каждое лето, каждый год вы вместе со студентами, да, тоже Проходим выезжаете на туристический маршрут. Давайте посмотрим, посмотрим. да, будет интересно. Оздоровительно-восстановительный центр является структурным подразделением Института физической культуры и спорта Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова. Центр обеспечивает проведение лечебно-профилактической, научно-исследовательской работы института. Заведующей с 19 октября 2011 года работает Захарова Анна Анатольевна. С 1 сентября 2015 года была проведена реструктуризация Института физической культуры и спорта, где в структуре оздоровительно-восстановительного центра были включены дополнительно 11 штатных единиц. Деятельность центра проводится по следующим направлениям: терапия, спортивная медицина, лечебная физическая культура, физиотерапия, неврология, функциональная диагностика, травматология и ортопедия. На конец отчетного года в структуре оздоровительно-восстановительного центра работают 24 штатных единиц. Центр осуществляет следующую деятельность: амбулаторно-поликлиническая помощь, определение морфофункционального состояния студентов, врачебно-педагогическое наблюдение, научно-методическая работа, проведение восстановительного лечения студентам с ограниченными возможностями здоровья и студентам, занимающимся профессиональным спортом. В результате приобретения медицинского оборудования отмечается повышение количества обращений на физиотерапевтическое лечение. Благодаря высокому уровню квалификации медицинских сотрудников и материальной базы улучшится состояние здоровья студентов и сотрудников нашего университета. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, wishing floating down, I wish it were. It's like I'm always causing problems, causing hell. I didn't mean to put you through this, I can tell. We gonna sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I promise to build a new world for us two, with you in the middle.
такое замечательное, оптимистичное видео. Вспомнили про наше якутское лето, да, Да. про туризм. Ну, сейчас мы прервемся тоже на небольшую рекламную паузу, вернемся через пару минут. Никуда не переключайтесь. Мы продолжаем прямой эфир, и сегодня мы говорим о спортивной медицине, о спортивной науке. И у нас очень интересный эфир. Да, и, конечно же, наш вопрос, опять же, Анне Анатольевне Захаровой, да, по спортивной медицине. Я думаю, что это вполне закономерно, да, спортивная наука и спортивная медицина, наверное, одной из ведущих ролей, да, занимает в науке спортивной. Скажите, пожалуйста, вот про вашу работу, да, насколько вы можете помочь, да, допустим, обычному человеку, да, который, может быть, только занимается спортом для себя, или человеку, который не тренирован, да, какие советы можете дать и какие отличия от спортсмена от нетренированного человека, да? Ну, конечно же, спортивная медицина вообще не только в России, но и у нас в республике Саха-Якутия достаточно уже активно внедряется, и наука вместе с ней тоже достаточно уже входит в соответствующее русло. Но мы понимаем, что без оборудования мы никак не можем это все провести, и поэтому, учитывая то, что у нас есть достаточно большой потенциал специалистов, тем не менее в области спортивной медицины, конечно, здесь есть все-таки свои, скажем, трудности, да. Тем не менее, в нашем центре у нас работают специалисты в области, как я уже сказала, и травматологии, и неврологии, и, бесспорно же, это врачи спортивной медицины. Поэтому не только спортсмены высокого класса могут к нам обратиться, к нам обращаются и студенты, которые начинают заниматься спортом, или, скажем, посттравматического после состояния, для того, чтобы укрепить свое состояние и быстрее восстановиться, они, естественно, находят все-таки пути профилактики именно в спорте. Поэтому, учитывая их общее состояние, проводится первостепенный это осмотр врача-терапевта, травматолога, да, и когда уже совместно уже выводятся какие-то заключения по данному человеку, да, или пациенту, скажем так, да, то мы, соответственно, делаем рекомендации. В рекомендации это входит и обследования, которые могут быть экспресс-диагностика, да, или, может быть, более углубленного, это как магнитно-резонансная томография, потому что травмы бывают различного характера, да, и, конечно же, после всего это, опять же, физиотерапевтическая процедура, то, что я уже вам сказала, без них мы уже никак не можем сейчас. Сейчас достаточно оборудования высокого класса, они у нас находятся и в нашем центре, и в центре спортивной медицины. Поэтому мы совместно с врачами стараемся быстрее восстановить всех спортсменов и людей, которые имеют ограниченные возможности даже просто обычно передвигаться. Но я бы хотела немножко остановиться на медицинских оборудованиях, потому как в спорте, скажем так, высшего мастерства сейчас достаточно используют те аппараты, которые должны слишком не затруднять диагностику, то есть это по времени, потому что мы все знаем, что наши спортсмены, они почти что не имеют времени лишнего, да, это все оборудования, которые касаются экспресс-диагностики. Поэтому в данном случае вот у меня есть оборудование, всем известное, это пульсометр командный, да, и есть обычный пульсометр, который, ну, для обычных вот циклических, скажем, видов спорта часто используют. Вот пульсометр в данном случае у нашего спортсмена, датчик накладывается на туловище, и тут же сам он может отследить пульс в течение своей спортивной тренировки. Тем не менее, у нас сейчас, вот на сегодняшний день, есть аппарат, который может отследить в онлайн-режиме сразу несколько человек, радиус которого может быть всего лишь 100 метров, да, и мы можем тут же в онлайн-режиме увидеть ту картину сердечной деятельности, пусть даже банально это звучит, пульс, потому как мы по ней можем отследить состояние спортсмена, на каком он пике и какие у него адаптационные возможности в течение тренировочного процесса. Исходя из всех этих обследований, конечно, мы можем построить грамотно любые тренировочные нагрузки и дать дополнительно медицинские рекомендации. Стоит ему лечиться или можно просто ограничиться физической дозированной нагрузкой.
То есть вы помогаете всем нашим спортсменам, да, вот нашей сборной или только студентам института? Ну, как вы знаете, что у наших студентов, наши студенты уже являются членами сборной команды, да. Но тем не менее, нас и так в Республике Саха-Якутия спортивных врачей не так много, и тем более специализированных оборудований, я тоже считаю, что не всегда бывает доступно, поэтому мы не ограничиваем, что это только студенты или, скажем, это другое население, потому что мы это активно внедряем и всему населению нашей республики. То есть любой телезритель может прийти Да, в ваш конечно, центр да. и пройти обследование? Бесспорно. Ну и, конечно, наши же сотрудники, они активно участвуют в научных конференциях, семинарах. Нынче получили 3 патента по нашим данным, то, что мы проводили совместно с научно-образовательным центром, совместно с медицинским институтом. Вот эти все данные мы все-таки все внедряем и отслеживаем. Естественно, мы сами делаем самоанализ, скажем, в конце концов, да, и смотрим на нашу молодежь 3-5 лет тому назад, и что у нас на сегодняшний день есть. И можем, конечно же, улучшить нашу деятельность совместно и оздоровить всех людей, которые в этом Ну, нуждаются. прогресс, наверное, налицо. Ну, стараемся. Да. А вот вы все достаточно молодые люди, да? Вы наверняка тоже учились в нашем институте, да? Получили образование. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, поменялось ли отношение к спорту, отношение к своему здоровью у студентов? Как вам кажется? Ну, лично я могу взять на себя К смелость. науке, может Да, быть? ну, да, тенденция к тому, что все идет к лучшему, и молодые люди достаточно часто стараются оздоравливать себя. И отрадно, что не только молодые, но и люди, которые в возрасте, они уже активно двигаются. То есть массовый спорт, я считаю, что в республике он достаточно у нас вот за последние 10 лет, то, что я сама вот заметила, достаточно все-таки у нас идет хорошо. Насчет того, что на основании этого насколько снизилась заболеваемость, я тоже не могу взять смелость, но мне кажется, все-таки по моей практике их становится все-таки меньше. То есть отношение все-таки меняется, да, к Отношение здоровью, к меняется, да. спорту? И, пользуясь случаем, все-таки мне хотелось бы призвать всех молодых людей, начиная со школьного возраста, чтобы никто не боялся двигаться, потому что движение – это наша жизнь. Поэтому без движения ни один вам врач не даст и не будет гарантировать полного здоровья. Да, замечательно. Ну, и Замечательные слова. Николай Ефимович, а скажите, пожалуйста, ближайшие планы вашей деятельности? Ставите ли перед собой какие-то, возможно, цели на этот год или уже все-таки все на следующий год? Да, вот планов у нас конкретно много. Ну вот, в первую очередь, вот на следующий год у нас планируется выпуск первых магистров, потому что наш институт, Северо-Восточный федеральный университет, работает по двум уровням высшего образования. Это бакалавр, а потом идет магистерская программа. Да? Вот. И вот самое главное, это наши выпускники. Это первые ласточки по магистерской программе спортивно-оздоровительный туризм. вот скажите, пожалуйста, да, вот выпускник, который закончил вот вашу кафедру, да, занимался в вашей кафедре, он получает дополнительное образование к физкультурному образованию. Вот вы занимаетесь спортивно-оздоровительным туризмом, да, получают ли они, не знаю, образование как гида или человека, который Да, может вот, сопровождать туристов, да? Вот направление подготовки у нас называется физическая культура. Там бакалавр есть, магистратура есть. И, конечно, данная программа, направление, она делится на профиля. Вот поэтому наш профиль называется спортивно-оздоровительным туризмом. Они в первую очередь могут стать организатором разных физкультурно-оздоровительных мероприятий, туристских мероприятий. Даже они могут решать юридические вопросы по физической культуре, а также по массовым видам спорта. Ну вот у нас 3-й год идет работа с Национальным государственным университетом, учебно-методическим центром. Это Петра Францевича Резгов, подготовка инструкторов, проводников по спортивному туризму. И вот они в будущем могут работать, получают удостоверение, они получают, можно сказать, разрешение для организации вот таких мероприятий. Вот.
То есть вы выпускаете высококвалифицированных специалистов? Да, по диплому бакалавра высококвалифицированные спортсмены, а также удостоверение инструктора-проводника. Это отдельные, да. Сколько у вас Отдельная вообще специальность, студентов да? сейчас? Сейчас на данный момент у нас по кафедре 1 к 10, это в каждой группе по 10, по 12 студентов. Ну, в общем, у нас 72 студента по кафедре, ну, включая магистров. Вот. Замечательно. Мы говорили также о научной работе, которую проводят наши студенты. Да? Вот, последние, скажем, данные, да? Самые последние успехи, которыми могут похвастаться Да. наши ребята, наши студенты. Пару слов о выпускниках. Скажите, пожалуйста, да, про наших выпускников. Ну, если взять про наших выпускников, у нас проводятся международные практические конференции, посвященными. Каждый год выходит вот такая книга. Сюда входят, получается, лучшие статьи. Это конкретная работа Это конкретная Института работа физкультуры и Института спорта. физкультуры и студентов, получается. Это лучшие статьи, отобранные, Участвует. попадают в эту книгу. Вот так. Ну, у нас в Институте физической культуры и спорта есть положение. Положение оно разработано в 2011 году по научно-исследовательской работе студентов. Вот до окончания вуза наши студенты обязательно должны опубликоваться именно по выпускным квалификационным работам. Потому что каждая научно-исследовательская работа должна проходить апробацию. И вот правильно говорит Люция Владимировна, вот, наши студенты вот, выпускаются, публикуются То в сборниках есть научных институт трудов. не только дает, скажем, образование физкультурное, да, но дает каждому студенту тягу к знаниям, наверное. Это самое главное, чтобы развиваться дальше. Да? И мы бы хотели вас поблагодарить за то, что приняли участие в нашей передаче, очень интересно рассказали. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся ровно через неделю в это же время на канале НВК Саха. До новых встреч!